Во время прямой линии в общественной приемной главы Коми на вопросы жителей ответили представители Роспотребнадзора. Большинство дозвонившихся пожаловались на работу торговых сетей. Любовь Лапина выслушала претензии покупателей. Еще до начала прямой линии телефон уже раскалился от звонков. Жалоб у жителей столицы на нерадивых торговцев предостаточно. Больше всего ко мне летит в огород торговой сети «Магнит». У них и масло не масло, и торты с неправильной маркировкой, и вообще санитарное состояние магазинов вызывает серьезные опасения. Стиральные порошки, бытовая миф и прочее, и бытовая химия находятся на одной полке с макаронными изделиями, сахар. Вот на одной полке в ряду прям лежат они. Там туалетная бумага разделяет их от порошков. Запах в этой половине, так сказать, стиральным порошком бытовой химии вообще невозможный. Разве такое допускается? Эксперт Роспотребнадзора отмечает, что это действительно серьезное нарушение, но привлечь сеть к ответственности сложно без участия самих покупателей. По нынешнему законодательству устроить проверку ведомства может только по заявлению. То, что вы перечислили, конечно, это идет нарушение санитарных норм и правил, особенно параметры микроклимата, товарное соседство, то, что перечислено. Но для того, чтобы устранить именно, оказать влияние на деятельность этой торговой сети нашим управлением, то необходимо написать письменное заявление. Следующий звонок опять по «Магниту». Жительница столицы жалуются, цены на прилавке кассе существенно разнятся. Те же самые помидоры на ценнике на прилавке числится, например, 55,90, а на кассе выясняется, что это 61 рубль с копейками. Я имею право продать товар мне именно по той цене, которая была изначально указана. Они обязаны продать вам по той цене, которая указана на ценнике. Специалисты отмечают, этим часто грешат многие торговые сети. Но доказать факт обмана очень сложно. Если такое нарушение есть, нужно действовать сразу. К примеру, сфотографировать цену на прилавке и сам чек. А уже затем обратиться к руководству торговой сети, либо сразу в Роспотребнадзор. А допускается ли продажа иностранных продуктов питания без перевода на русский язык? Это еще один вопрос от жителя Изайкина. Как оказалось, там в некоторых магазинах такие товары можно встретить. Этот факт сильно удивляет экспертов. Продажа товаров без информации на русском языке законодательством запрещена. Поэтому я думаю, что все-таки не стоит покупать такой товар, не стоит смотреть на него. В первую очередь написать в книгу отзывов и предложений. Представители Роспотребнадзора каждую жалобу фиксируют, что-то комментируют сразу, какие-то вопросы требуют уточнения. Но так или иначе, ни одно обращение без внимания не останется. Всего за 1 час в прямой линии за помощью общественной приемной главы Коми обратились почти 20 человек. Любовь Лапина, Олег Островин, телеканал Юрган, Сыктывкар.